ситуация сложная, но контролируемая на сегодняшний день. Мы считаем, что белорусская сторона не соблюдает договора о режиме границы, не думает о решении пограничного инцидента уполномоченными границы и принимает преждевременные какие-то нерешения. Мы видим, что не только пограничники там стоят. И знаем, что были учения в Гродненской пограничной группе, где привлекались резервисты, которые, скорее всего, и остались нести службу у пограничников. Ну, наверное, вы видели это видео, когда приходят и наших нарядов нету, дожидается службы пограничников Белоруссии, и потом начинает спектакль. Ну, фейк не комментируется, наверное. Мы думаем, что их будет еще больше, потому что ихняя сторона не идет на то, что решать пограничные инциденты и начать думать, как охранять границу не только мы и вы, а охранять совместно. Как бы тенденция хорошая, то есть большинство является так, как мы и думали, они просят убежище, истории те же самые обычно, там есть только одна новая история, что граждане Африки, они просто шли где-то, ходили в магазин, и их там взяли и просто отняли паспорт и просто привели к границе Литвы. Вот такая новая история. А другие как бы то же самое идет. Мы работаем, мы информируем их о их возможности, что они могут ждать, что не могут. И видится, что они теперь начали понимать, вот когда с ними больше подробнее говоришь, они стали понимать, и уже больше и больше людей стали думать о волонтарном как бы возврате домой по своей собственной воле. Так это очень хорошая тенденция, потому что они теперь начали понимать реально, какая есть ситуация. А вот это насколько реалистична история, что вот с Беларуси взяли, вот кто, получается, погранцы или кто и взял отвез границ, насколько это реальная версия? Ну, как бы я дала 50 на 50, то есть я думаю, что они так просто вот придумать такую историю не могли, значит, что-то там было какая-то сила, а вот как они там приехали и как тут получилось, что они шли, может быть, они шли нелегально там, ну, кто знает, вот эта часть, кажется, наверняка будет, ну, как-то не такая, как они говорят. То есть их силой могли вот белорусские службы вывести? Ну да, ну, я бы не говорю, что 100% так, но это, мне кажется, это возможно. А сколько вообще опросили вот за это время нелегалов? Сколько согласилось уехать людей? Вот теперь мы уже имеем 7 или 8, я точно не могу сказать, которые уже согласились. И вот сегодня 4 уже уезжает, и еще будет 2. Это тоже те люди, которые приехали в июле, так значит, как быстро, и это хороший результат. А сколько всего опросили людей? Сколько уже известно? И когда, и сколько еще планируется опросить? И до какого числа это все идет? Ну, как бы сегодня были уже 2 еще, которые сказали, что они хотят уезжать. Ну, конечно, они могут поменять свое мнение, это нормально. И вот теперь мы работаем, ну, где-то 20-30 есть людей, которые вот в процессе, как бы серьезно думают. А еще больше есть, которые пока еще не серьезно думают, но думают. Да. Ну, вообще, получается, уже всех зафиксировали в департаменте миграции? Пока еще нет, ну, то есть это так, как мы хотим, как теперь делаем, пока еще нет, еще оставляется где-то 1400, что-то такое, так мы эту работу будем делать в следующей неделе. А какие в основном возникают проблемы, вот жалобы от нелегалов?
Жалобов, ну, пока мне не сказали, чтобы нам какие жалобы бы говорили. Может быть, ну, все-таки они их не говорят нам, потому что, ну, как бы, особенно как... холодно. Сказали, что холодно, ну, то есть надо других, одежду другую. Ага, и это тоже будет Литва предоставлять в одежду? или как? Ну да, те, которые заботятся о ними, то типа, в этом случае это муниципалитеты, а в других случаях это пограничники. А как вообще ведут себя люди на опросе? Признаются ли, ну, вот, что есть геи или какие? Ну, конечно, таких как бы никто не стоял с таким плакатом, что я гей, и пока еще не получили такую информацию, что тогда получил, но они как бы спокойные, очень много от них очень скромные, другие не скромные, но не очень открытые, ну так по-всякому, как все люди. А если те, кто уже тут побывал и уже нашли в Германии или как? Нашли, Ну, да, есть таких, то есть, ну, в Польше находят и их возвращают, чтобы возвратили из Германии, мне кажется, пока еще не было. Или их не нашли, или они не достигли, потому что их нашли в Польше. Ага, их развернули, получается, с Польши в Литву? или Да, куда? да, передали обратно в Литву. Спасибо. А сколько уже попросила вот беженство? Теперь вот трудно мне сказать, но из этих, которые пришли из Белоруссии, зарегистрированы, я бы так говорила, где-то 1600. Но, как говорю, процесс зарегистрирован вот так, как нам надо. То еще процесс еще идет, то будет больше. А кто-то попросил убежище, кому-то отказали или как? Пока еще все решения, которые мы приняли, пока еще все были негативные, то есть убежище не предоставлено. Это сколько людей? Более чем 200. А какие основные истории рассказывают нелегалы? Ну вот одна такая более экзотическая, а другие истории очень простые или же экономические причины, плохая жизнь. Ну вот теперь граждане Африки говорят, что у них там какие-то беспокойствия или не война, но что-то там конфликты какие-то, или просто говорят, что я хочу в Европу, потому что мои права в Европе будут защищены, а в моем стране никто то есть правами человека не занимается. Ну, то есть, таким людям не дается вид. Зависит, что они имеют в виду. И, конечно, если там если там война и людей убивают, то, конечно, это уже был бы повод. Но если там надо будет более подробнее поговорить и выяснить, какие там права у них не защищаются. Это 10 дней рассматриваются, вот эти прошения? Ну да, но как говорю, это наша цель, что было 10 дней, но пока еще мы этой цели не достигли. И сколько сейчас? Теперь где-то месяц. Так, сейчас нам очень помогает наша армия, там работают около 100 человек, которые помогают нам строить вот этот физический барьер. Также на этой неделе подсоединились пожарные, и сейчас проходит тендер, да, по которому мы хотим купить уже большое количество и концертины, и работы, которая будет вот этот барьер сделан во всем белорусском, литовском отрезке, да. А сколько километров уже сделано и сколько планируется? Сейчас уже сделано около 6,5 километра. Весь барьер он составит 508 километров, а самый такой чувствительный это 95 километров. И вот это наш приоритет, чтобы покрыть вот этот промежуток
это вот с этого мы сейчас уже начали и будем продвигаться вот именно в том вот. Это то место, где больше всего нелегалов проходит? Да, да. Эти 95 километров наши пограничники они определили, и вот сейчас работы идут именно в этих как местах, да. А можете сказать, в каких местах это конкретно? Это очень много разных и маленьких, и больших таких регионов, там от 2 километров, например, до 25 километров. Это по всему, вот, да. А вот тоже появлялось раньше видео, я видела в социальных сетях, что вот белорусские пограничники убирают эту концентрину, и как тогда отслеживает вот литовская сторона, и чтобы там она лежала или новую кладут? Это уже вопрос не ко мне, да, это уже пограничники, они там решают, как это сделать. Мы только вот наш вот департамент, мы ответственны за покупку, за тендеры на саму концертину и на работы. А получается, вообще как идет работа, быстро, в каких темпах, когда планируют завершить? Сейчас примерно на бригада кладет концертины примерно 200 метров в день. Так это одна бригада. Сейчас работают 5 бригад наших военных и одна бригада, которая подсоединилась пожарных людей. Сколько времени займет на весь вот это 95 километров, сейчас сказать не могу, потому что в конце этого месяца закончится тендер. Мы определим фирмы, которые будут делать эти работы. И это много зависит от того, сколько этих фирм будет, потому что мы будем подписывать договоры не с одной фирмой, а со всеми, которые примут участие. Вот, и тогда начнутся работы. И зависимо от того, сколько фирм, сколько компаний подсоединится к этим работам, от этого зависит и насколько быстро вся эта работа закончится. А как будет выглядеть? Получается, концертина, будут еще какие-то другие вот эти стены или что? Концертина, она так вот, как мы ее сегодня делаем, как пирамиду, да, пирамидным принципом, это решение, оно временно. Временно в том смысле, что наши пограничники скоро объявят тендер на покупку уже, как сказать, серьезного забора. Этот забор будет тоже с концертиной. И это будет уже главный физический барьер на границе. А наша вот эта концертина, которая сейчас кладется как пирамида, она будет как дополнительный физический барьер рядом с забором. А забор сколько метров? Я сейчас не могу сказать, но примерно сейчас говорили о 4 метра. А концертина, то есть в 2 слоя или как? В 3 слоя. 3 слоя. То есть на земле лежит 3 Ну вот эти вот друг на друга просто. Я вам потом покажу, как, но так, жедас — это кольцо. Так, сейчас концертина, она кладется 3 слоями, то есть первый слой, который лежит на земле, он состоит из 3 кольцев на земле, потом наверх кладется 2 кольца и еще наверх кладется одно кольцо. То есть получается, что эта концертина примерно, ее высота 3 метра и ширина тоже 3 метра. Вот и такое сооружение, да, сооружение, оно как физический барьер сейчас строится на границе. А кто ремонтирует эту концертину? Пока никто не поломал, там
Пока не пытались люди пройти через нелегалы? Нет, через эту еще не пытались.